Любое государство может стать уязвимым. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как президент Таджикистана обратился к таджикским военнослужащим, и он явно напряжен. Подписывайтесь на наше обновление, точно будете в курсе всего самого интересного. Президент Таджикистана, верховный главнокомандующий вооруженными силами страны Эмомали Рахмон в ходе своего выступления на мероприятии в честь 29-й годовщины образования вооруженных сил республики заявил, что ужасающие террористические акты, происходящие в мирных странах, показывают, что любое государство, независимо от его уровня развития и потенциала, за короткий срок под давлением террористических и экстремистских организаций может стать уязвимым. Мы ясно видим, как дестабилизация ситуации такими группами и течениями может иметь разрушительные последствия, приводя к гибели тысяч мирных жителей, цитирует президента его пресс-служба. В этом контексте каждый военнослужащий и сотрудник правоохранительных органов обязан относиться к исполнению своего служебного долга с высоким чувством патриотизма и всегда быть готовым и бдительно во имя обеспечения безопасности нашей любимой Родины, прочности мира и стабильности, мирной жизни народа, страны, защиты национальных и государственных интересов. Сегодня мы можем с удовлетворением заявить, что офицеры и солдаты вооруженных сил выдержали многие тяготы и испытания, с честью выполнили свое служебное и профессиональное предназначение. А национальная армия, которую мы создали 29 лет назад, ныне является поистине надежной, организованной, современной структурой нашего независимого государства. А как вы относитесь к той ситуации, которая возникает вокруг нас? Это Кыргызстан, Афганистан, ситуация, которая обострилась между Россией и Украиной. К чему это все ведет? Как вы думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В условиях сегодняшних преобразований, наряду с высоким уровнем боеготовности вооруженных сил и правоохранительных органов, вопросы, связанные с качественной организацией мобилизационных мероприятий и готовности структур территориальной обороны, должны находиться под постоянным и серьезным вниманием центральных и местных органов государственной власти, сказал Эмомали Рахмон. Глава государства выразил уверенность, что военнослужащие вооруженных сил, других военных структур и правоохранительных органов страны и в дальнейшем с честью, соблюдением железной дисциплины, современными знаниями и навыками и с высоким чувством патриотизма, преданности своему государству, родине и народу будут выполнять свой главный и священный долг. Мы гордимся отважными офицерами и солдатами вооруженных сил нашего независимого государства, которые достойно представляют свою просвещенную цивилизацию, всегда склонную к созиданию и благоустройству таджикскую нацию, заключил президент. А как вы относитесь к таким словам президента в такую трудную минуту? Действительно, они немного вселяют надежду. Вы согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!